Одесска, Пустос, слушаю вас. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Если в кране нет воды, значит нужно позвонить в управляющую компанию. Давайте сегодня разберемся, как работает управляющая компания. Одесска, Пустос, слушаю вас. Одну минуту. Одесса, ожидайте, вторая линия. Мы сегодня немножко понаблюдали. Звонки, наверное, поступают прямо с утра. Не только с утра, они поступают круглосуточно. То есть перерыва бывает практически нет людям. Какая-то помощь нужна и днем, и ночью, в любое время суток. А вы специально подбираете таких прекрасных девушек, чтобы они отвечали на звонки? Во-первых, тут присутствуют деловые качества, не только внешний вид, но и деловые качества. Умение общаться с собственниками, психологическая выдержанность, стрессоустойчивость, потому что клиент бывает разный, да, вопросы разные возникают. Тут надо иметь довольно-таки большое терпение, выдержку. А о чем вообще спрашивают жители Якутска? Ну, вопросы разные возникают. Это сантехнические вопросы, электромонтажные, домофон, допустим, общестроительные работы. Тут и отсутствие доводчика или ремонт доводчика, остекление, допустим, в подъезде, там замок на тех этаже. Вопросы разные бывают. Например, вот у меня сломался домофон. Вам можно позвонить, и через сколько это будет сделано? Ну, в течение 24 часов мы должны эту заявку отработать с условием, если, допустим, как часто бывает, да, вандализм, в течение 3 дней, если отсутствие материала, да, какого-то оборудования, его заказываем, по приобретению восстанавливаем. Вы сказали, что 24 часа. А сколько у вас в службе таких прекрасных девушек? Диспетчера 3, работают они сутки через двое. И можно звонить хоть в 3 утра? Без разницы, в 2 ночи, в 3 утра. Диспетчерская служба работает круглосуточно. Если у вас аварийная ситуация, то лучше, конечно, не ждать, звонить. Чем быстрее, тем лучше. У нас группа компаний обслуживает 86 многоквартирных домов. Преимущественно они расположены в промышленном и Гагаринском округах города Якутска. В этих домах мы поддерживаем постоянную готовность инженерных коммуникаций, работаем над санитарным состоянием дворов и подъездов. В июне мы завершили подготовку к осенне-зимнему периоду, то есть проведена промывка, опрессовка, получены все необходимые документы. Это мы сделали до 30 июня в числе первых. Вчера у меня отключили горячую воду. Кто виноват? Ну, надо выяснять. И может отключать водоканал, конечно, как ресурсоснабжающая организация. Но если произошли какие-то аварийные ситуации, вы звоните нам в диспетчерскую, мы выезжаем и устраняем, если это в нашей зоне ответственности. Помимо сантехнической части, у управляющей компании есть и другие нагрузки, например, благоустройство дворов и других территорий, да? Расскажите, пожалуйста, сколько у вас дворников? За каждой дворовой территорией у нас закреплен свой дворник, который в течение дня поддерживает чистоту во дворе, убирает контейнерные площадки. Также у нас есть уборщицы, которые убираются в подъездах. Уборка происходит по графику. Каждый график вывешен в подъезде. Я точно знаю, что по всем проблемам, абсолютно по всем проблемам, там, включая мужа, звонят в управляющую компанию. Именно какие сферы ответственности есть у вас? Управляющая компания оказывает услуги в соответствии с установленными тарифами, также дополнительные услуги. То есть мы обслуживаем сантехническое оборудование, электрооборудование, мелкие работы по ремонту подъезда делаем. Я хочу благоустроить свой двор. Я могу обратиться к вам? Конечно, инициатива жильцов у нас приветствуется. Мы всегда идем навстречу, предоставляем необходимые материалы, закупаем цветы, землю и помогаем в высадке. Если у вас есть какие-то пожелания, заявления, у нас есть пункты приема обращений, которые расположены в шаговой доступности от мест проживания жильцов. Один пункт у нас на Федора Попова, 23. Для жителей промышленного Губинского округа. Также в Гагаринском районе у нас есть на Можайского 13/7. Скажите, пожалуйста, сейчас очень много используется искусственного интеллекта, ну и многие не хотят просто идти в окно, да? Как вы используете современные технологии?
Ну, для удобства мы принимаем также заявки, обращения онлайн. То есть вы можете написать нам на электронную почту, подать обращение через ГИС ЖКХ, это приложение госуслуги «Дом». А также наши сотрудники в своих ответах используют искусственный интеллект, чтобы давать более компетентные и полные ответы. На данный момент у нас проводятся работы по окрашиванию бордюров детской площадки и установка вазонов, в которых в дальнейшем будут посажены цветы. Расскажи, пожалуйста, это вообще какая-то заявка от жителей? Они сами захотели или это инициатива управляющей компании? Данные работы – это инициатива управляющей компании. Они были заранее поставлены в план. Также хотим сказать, что мы всегда поддерживаем инициативу жильцов. Любой житель может обратиться к нам в управляющую компанию, сообщить о своих идеях, какие изменения он хотел бы внести в благоустройство дворовой территории. На данный момент у нас сейчас проходит опрос среди жителей двора по перепланировке дворовой территории, за счет чего у нас будет увеличение стояночных мест. В данный момент мы находимся на адресе Можайского, 13/4. Сейчас сотрудники управляющей компании «Арсенал Плюс» производят работы по обустройству козырьков. В первую очередь это обусловлено безопасностью граждан в связи с тем, что когда козырьки отсутствуют, на лестницах образуется наледь. Вот эта наледь может создать травмоопасные ситуации для граждан. Это инициатива управляющей компании – осуществить работы по обустройству козырьков над подъездами. Получается, что даже нету заявки. Да, это было все без заявок. Евгений, скажите, пожалуйста, а эти работы будут вообще по всему ореолу, где управляющая компания «Арсенал»? Данные работы, да, входят в план. Все будет осуществлено согласно плану. По одной простой причине, потому что нужно сформировать особый порядок действий, выделить на это средства и начать работать, заключить договор с подрядчиком и осуществить данные работы. Также хотелось бы отметить, что на данном адресе вот в этот период был осуществлен ремонт кровли. Было заменено порядка 180 метров кровельного покрытия на мягкой кровле. Это была инициатива жителей или управляющей компании? Это мы отработали по заявкам. Именно над теми квартирами, которые подавали заявки.